Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Главное бизнес-событие года – форум предпринимателей Якутии «Мой бизнес» объединил целеустремленных и активных предпринимателей со всей республики, общественные организации, органы исполнительной власти и местного самоуправления, банки и институты развития. О насыщенной деловой программе форума мы поговорим сегодня. Гость у нас в студии Максим Карбушев, первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Максим Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с главного. Какие площадки работали в рамках форума и какое число участников их посетило? Ну, в целом форум предпринимателей Республики Саха-Якутия – это наше традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно в сентябре месяце. Он проводится в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который утвержден у нас в Российской Федерации и действует в нашей республике. Традиционно форум – это площадка для обсуждения основных проблем, задач перед бизнесом, которые стоят и перед органами исполнительной власти, и власти на местах. В этом году в рамках форума прошло 35 тематических площадок. Программа форума проходила 3 дня, была очень насыщенной. Это различные образовательные мероприятия, мастер-классы, семинары, круглые столы, дискуссионные площадки. И, конечно же, в целом форум завершился у нас пленарной сессией. 35 площадок, вы сказали, число, я думаю, более чем впечатляющее. Какая была самая популярная площадка? Ну, в целом все площадки форума у нас посетило порядка 1500 предпринимателей, потенциальных предпринимателей, то есть те лица, которые интересуются вопросами бизнеса, и самозанятые граждане. Самыми актуальными площадками были такие, как семейное предпринимательство, она отдельно у нас проходила в туристическом комплексе Артадайду. Площадки, связанные с повышением компетенций предпринимателей. Это площадки по продвижению продукции, выходу на новые рынки, различные мастер-классы по целеполаганию и другие. Ну и, конечно же, пленарная часть была очень активно проходила. Да, мест в зале не хватало, порядка 300 человек у нас на пленарной части было. Максим Геннадьевич, вы сказали, что предприниматели ставили проблемы в своей сфере и искали пути их развития. Вот какую основную проблему обозначали представители бизнеса? Ну, во-первых, на каждой из площадок, а площадки были тематические, да, отдельные площадки были посвященные развитию предпринимательства в Арктике, были площадки, посвященные развитию бизнеса в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, медицины и так далее. То есть на каждой тематической площадке заинтересованные предприниматели и соответствующие органы республики, федеральные органы власти именно обсуждали именно насущные для них вопросы. Безусловно, много вопросов было вокруг налоговой политики в нашей республике по отношению к малому бизнесу, вопросы ценообразования, вопросы повышения тарифов, транспортных затрат, цен на продукты питания, социально значимые продукты в арктических регионах, ну и, конечно же, перспективы развития. И что самое главное, все-таки были предложения по мерам, которые будут заложены в наши дальнейшие стратегические документы. Но вот какие инициативы и проекты были представлены на полях форума для поддержки малого и среднего бизнеса в республике? Ну, вот одни из основных, это, как я говорил, по налоговой политике, да, то есть предприниматели очень обеспокоены будущим ростом налоговой нагрузки в рамках упрощенной системы налогообложения, поэтому уже сейчас проводится работа в рамках вот решений форума по внесению на налоговую комиссию Республики Саха-Якутия вопросов по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, рассматривались вопросы по субсидированию затрат предпринимателей в арктических территориях. Ну и в целом очень много было вопросов, связанных именно с Арктикой. А вот что говорили предприниматели, развивающие сферу туризма? По туризму, вообще туризму было посвящено несколько площадок в рамках форума, потому что 27 сентября – это Всемирный день туризма, и по сути у нас состоялся форум в форуме. Да? Обсуждали вопросы внедрения стандартов гостеприимства, создания отелей, мест размещения, повышения качества оказываемых услуг.
Вот не секрет, что сегодня есть проблемы в сфере инфраструктуры для тех, кто занимается туристическим бизнесом. Вот как в этом направлении может помочь государство сегодня? Ну, здесь бы хотелось отметить, что у нас в республике впервые в этом году реализуется национальный проект туризма и индустрии гостеприимства. В рамках этого национального проекта есть возможность предпринимателям привлечь средства на строительство некапитальных средств размещения, то есть модульных отелей, домов отдыха и так далее. И в этом году в рамках нацпроекта у нас было привлечено более 120 миллионов рублей именно на создание инфраструктурных объектов в сфере туризма. Но это касаемо туризма. Если же предприниматели ведут деятельность в других сферах предпринимательской деятельности, да, здесь очень активно можно пользоваться механизмами гарантийного поручительства, когда Фонд развития предпринимательства наш республиканский выступает поручителем перед банками за кредиты в коммерческих банках, в том числе на инвестиционные цели. Это позволяет повысить доступность этих кредитов, потому что до 70% от суммы кредита фонд поручается за предпринимателя. Вы упомянули 120 миллионов рублей на поддержку различных туристических отраслей. Если я не ошибаюсь, их порядка 20 проектов там было. Вот на что они направлены? Это проекты направлены именно на создание средств размещения, то есть модульных, некапитальных туристических домиков, гостиниц, проекты от 900 тысяч рублей до 30 миллионов рублей были поддержаны различные инициативы. Причем, насколько я понимаю, подобные проекты начинают развиваться вот, ну, не только в городской агломерации, в окрестностях Якутска, уже и ушли в Арктику и в Заречье, да? Да, конечно, мы в сфере развития туризма, у нас такой кластерный подход реализуется, то есть мы создаем концепцию туристско-рекреационных кластеров именно на тех территориях, где имеется большой потенциал развития туристической сферы. Безусловно, если якорные посмотреть, это у нас Хангаласский улус, туристско-рекреационный кластер Лена, это Амгинский улус, Аймиконский улус, и Горный улус, Намский улус, ну и, безусловно, есть и арктические территории, это Булунский улус, Анабарский, Верхоянский и другие. Практически все районы нашей республики имеют огромный потенциал для туризма, но здесь важно все-таки учитывать тематику туризма, то есть чем эти места будут привлекать туристов. Ну и, конечно же, не стоит забывать о транспортной доступности. Ну, потенциал потенциалом. Понятное дело, Арктика всегда привлекала как и жителей республики, так и гостей из разных регионов страны. Вот, допустим, как развивать туризм у нас на западе или на востоке региона? Там, где есть, допустим, промышленный туризм. Промышленный туризм – это отдельная тема, которая также рассматривается в рамках форума предпринимателей. В принципе, у нас на сегодняшний момент порядка 20 компаний, крупных добывающих, вовлечены в этот проект. Это компания «Алроса», топливно-энергетическая компания якутская, это компании в Нерюнгринском районе. Они испытывают интерес к развитию этого направления туризма. Ну и, в принципе, есть уже опыт реализации таких туристических маршрутов. И, насколько я понимаю, вот финансирование, поддержка там тоже сохраняется, несмотря на то, что это, условно говоря, проекты компании «Алроса» там, или «Колмара». Ну, здесь более важная задача перед нами стоит именно упаковки этого маршрута, да, для того, чтобы турист приезжает всегда за впечатлениями, да, то есть мало сказать, что там есть красивое место, а нужно максимально насытить программу для туриста, чтобы он приехал и как можно дольше находился на этой территории. Поэтому наша задача упаковать это именно в туристический продукт, ну и вторая задача – это продвигать этот туристический продукт на всевозможных площадках. Максим Геннадьевич, по традиции форум завершился пленарным заседанием, пленарной сессией. Какие предложения были выдвинуты, чтобы задавать правильный вектор развития отрасли? Ну, на пленарной части большое количество вопросов поднималось. Это вопросы, как я говорил, уже связаны с налоговой политикой. Вообще мы определили текущее место и роль малого предпринимательства в экономике нашей республики. Были определены дальнейшие тренды развития предпринимательской деятельности. Кроме того, активное участие в работе пленарной части у нас приняло Министерство экономики нашей республики, уполномоченный по правам предпринимателей нашей республики и наши гости. Хотелось бы отметить, что вообще в рамках форума у нас были спикеры из Москвы, Владивостока, Калининграда, Иркутска. Также предпринимателям была
дана информация, обсуждались вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, привлечением инвестиций в экономику нашей республики, налоговая политика, вопросы ценообразования. Ну и, конечно же, самый актуальный тоже вопрос – это возможности использования федеральных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Потому что национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» он реализуется на всей территории Российской Федерации, и он поделен, по сути, по уровням. Да, то есть мы реализуем, это наш региональный уровень, есть уровень, который реализует муниципальное образование, но и созданы федеральные институты развития, которые оказывают поддержку для развития тех или иных предпринимательских инициатив, как на федеральном уровне, так и в принципе вот во всех муниципальных образованиях. И особое место здесь уделено как раз корпорации развития малого и среднего предпринимательства нашей республики. Максим Геннадьевич, мы сегодня очень много говорим о субъектах МСП, их поддержке, безусловно, важное направление. Но вот что говорят представители крупного бизнеса? Они же все-таки самый большой, так скажем, вносят вклад, самый большой объем инвестиций у них. Ну, крупный бизнес, он тоже у нас сопряжен с малым бизнесом, да, потому что малые предприятия оказывают различные услуги сервисные для крупного бизнеса. Малые предприятия участвуют в корпоративных закупках в рамках 223-го федерального закона. И, конечно же, малые предприятия создают определенные условия для качественного ведения бизнеса именно крупным предприятиям, потому что вот эта сервисная экономика, она очень важна. Да, когда человеку комфортно жить на определенной территории, он с удовольствием будет отдавать свои силы на крупномасштабных проектах. А всю сервисную экономику как раз и малый бизнес организует. Максим Геннадьевич, в заключении коротко. Якутия Экспо, ярмарка, традиционно работающая на полях форума. Что представляли в этом году? В этом году на площадках ярмарки Якутия Экспо у нас было представлено более 30 предпринимателей, а отдельные площадки были у нас для предпринимателей с такими проектами, как «Лучшие товары Якутии» и «Сделано в Якутии». Безусловно, эти торговые места и привлекали наибольшее количество участников выставки. Также были представлены проекты из Новосибирска, Узбекистана, Москвы, Монголии. Жители города Якутска в течение 4 дней очень активно посещали торговые ряды Кружала. И в целом ярмарки – это очень полезный инструмент, который пока дает возможность представить свою продукцию, продать свою продукцию. Ну и можно посмотреть на ярмарку с точки зрения туризма. Да, это платформа, которая привлекает и других предпринимателей, то есть они, приезжая, выставляя свою продукцию, они имеют ее также возможность продать нашим предпринимателям, нашим жителям, ну и они видят наш туристический потенциал, выступают как уже туристы. Максим Геннадьевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это было актуальное интервью, оставайтесь с нами.